Добрый вечер, дорогие телезрители. Салям алейкум. Как всегда, по средам вечером в эфире телеканала ТР программа «Крымский вопрос». Сегодня у меня в гостях человек, которого, мне кажется, все, кто интересуется политикой в Украине, знают. Это человек, который во весь голос заявил о несогласии с курсом Януковича на подавление гражданского общества 30 ноября 2013 года. И при этом он был в то время госслужащим, консулом Украины, генеральным консулом Украины в Стамбуле. Наш гость сегодня – это Богдан Еременко. Салям алейкум. Добрый вечер, алейкум ассалам. Богдан, конечно, многие вас считают, и я вас так воспринимаю, в принципе, отчасти как теневого министра иностранных дел. Хотя ваша должность, она общественная, вы председатель совета, правления общественного фонда, основатель, председатель... Фонда Майдан иностранных дел, да. Да, Майдан иностранных дел. Это, кстати, нормальная история, потому что в Британии это вообще есть теневые кабинеты. Это как бы вообще... Но они работают в рамках политической системы, то есть партийной системы. Мы вне партии, поэтому, конечно, это весьма условно. Такое определение, как теневой министр иностранных дел. У нас есть амбиции конкурировать с МИДом интеллектуально и показывать какой-то альтернативный подход к внешней политике, но, естественно, в организационном плане, политическом мы совершенно не конкуренты и даже не пытаемся ими быть. Но в интеллектуальном плане вы правильно сказали. То есть сейчас же, в принципе, миром рулят идеи, да? Совершенно верно. Вот. Информация, идеи. Креативить идеи, то есть хорошая политика – это та, которая креативит идеи сама, и хорошая политика, которая выдвигает сами идеи, а не которые идут и отстают, да? Вот вы пытаетесь креативить и по теме Крыма в том числе. Но мы пытаемся еще быть и реалистами, да, то есть мало быть креативными, находчивыми, вот, но нужно, так сказать, чтобы твои идеи были реализуемы на практике. Вы дипломат-практик все-таки, да? Вы, да, всю жизнь я занимался практической работой. Вы такой, как это называется у вас в дипломатии? Карьерный дипломат. Карьерный дипломат. Да. Если слово «карьер» представляю, за такой разрез. Дипломатическая карьера может происходить, так сказать, и в более кабинетных каких-то местах, да, то есть где люди занимаются чем-то, что считается политикой и так дальше. Ну, у меня было и одно, и другое. То есть у меня было очень много практической консульской работы, в основном за рубежом, когда я прибывал. Я 3 раза Но вы политиком стали ровно в тот день, 30 ноября 2013 года. Ну, понимаете, со временем, когда ты растешь на службе, особенно на таком политическом ведомстве, как внешнеполитическое ведомство, ты начинаешь быть причастным где-то к политике. У меня были в биографии все-таки и такие моменты, как руководитель службы протокола 3 премьер-министров, очень разных, Янукович, Тимошенко, Ехануров. У меня была работа на очень высокой должности в секретариате президента Ющенко, где я занимался... Но это не политическая была работа. Это именно политическая работа. Но не публичная, скажем. Конечно, не публичная, да, естественно. Ну, переход в публичную плоскость произошел, естественно, в результате А скажите, Майдана. что вами двигало в тот момент? Вот когда вы приняли решение для себя высказаться в Фейсбуке публично против всего государственного аппарата? Да я высказался не сколько, тяжело сказать, против государственного аппарата. Я просто увидел вот с утра, в субботу проснулся, открыл, как все нормальные люди, какие-то новости начал смотреть, увидел кадры ночного разгона Майдана и понял, что конец всему, чему я верил и для чего я работал 20 лет в МИДе. Особенно работа консула, это работа помогать гражданам. И если они тебе не верят, ты не можешь им помочь. Они не придут к тебе, не скажут, в чем их проблема, они будут тебя избегать. Ты не можешь быть эффективным. И тут вдруг ты видишь, что государство одной рукой тебя заставляет делать хорошие вещи, а другая рука начинает убивать граждан, втаптывать их в бетон солдатским сапогом. Это, естественно, я не мог это воспринять иначе, как попытка внести раскол между обществом и государством. Но это был поступок человеческий. Естественно, я до сих пор не являюсь членом никакой из политических партий и особо пока вместе не вижу такой необходимости для себя. Естественно, то есть, человеческий и, наверное, профессиональный, поскольку я все-таки уже на то время был государственным служащим 2-го ранга. Человеком, который видел очень много на госслужбе. И я понимал, что все. То есть дальше уже только убийство. Нет, дальше была аннексия Крыма. Это уже, это уже история немного другого порядка. Это реакция на революцию и реакция на неспособность власти, государства обеспечить своих граждан защитить. Вот вспомните, как вы восприняли новость о том, что Россия вошла в Крым, ввела войска? И что вы тогда думали и говорили? И что вы предполагали? Честно говоря, то есть я с момента, когда меня деликатно вышибли из дипломатической службы, все время уже вел какую-то активную работу в Фейсбуке, писал что-то. И я для себя все понял в день решения Думой Российской Федерации когда он принял решение о предоставлении Путину права вводить войска на территорию Украины. Я просто написал у себя в Фейсбуке, что это война. Для меня это было понятно. Это война. Дальше все просто подсказывало, и подтверждало мой вывод, что это война.
как общественный деятель, который был там в центре каких-то событий, маленьких групп, действующих на Майдане. То есть мы пытались каким-то образом влиять, достучаться до вот власти, которая вот-вот пришла, вот занимала кабинет. Ну и как она себя вела тогда, когда стало понятно, что Россия будет отнимать территорию? Ну, я сохранил для себя переписку с исполняющим обязанности министра иностранных дел Дещицей, вот в СМС, которую я ему писал, в том числе ссылался на том, что есть в Крыму среди крымских татар вот силы, которые готовы организовать какое-то сопротивление, и что нужно делать вот то, то, то. На что он мне отвечал, что нельзя заниматься провокациями, нельзя усложнять ситуацию. На мою реплику «потеряем Крым» мне было отвечено «никогда». То есть я это понимал в начале марта, что мы обязательно, если мы ничего не будем делать, если мы займем такую тактику несопротивления, мы Крым потеряем. Но, может быть, это... Я слышал такую версию, что западные партнеры давили. И, может быть, это тогдашний ИО-министр, он не свою позицию транслировал. Ну, скорее всего, Дещица был человеком зависимым, но не сколько, наверное, от иностранных правительств, сколько от премьер-министра Яценюка. Он был его креатурой. Но вопрос не в том, вопрос, кто на тебя давит. Вопрос в том, чем тут должен быть, если ты соглашаешься занять позицию государственного деятеля, министра иностранных дел государства более чем 40-миллионным населением в центре Европы с огромной площадью, с огромной армией. Да, большой по численности, пусть она оказалась не готовой воевать, но тем не менее, то есть с большими атрибутами какими-то государственными. А ты должен быть готов к давлению. У тебя должны быть аргументы, у тебя должны быть контраргументы, ты должен быть стойким. Какая разница, что от тебя хотят иностранные правительства? Для любого государственного деятеля, для чиновника, политика есть только один источник, откуда он должен питаться энергией, властью, опять-таки. Это народ, Ну, воля то есть народа. вы думаете, Богдан, что если бы тогда, я не беру конкретного министра иностранных дел, но людей, которые тогда были... Это был пример, все правительство было в таком же состоянии. Мы вот недавно Если бы увидели они тогда, документы. есть такое выражение, да, ну, что если бы на Западе увидели, что здесь у правительства есть, ну, что называется, balls, да? Ну, Вот. воля к сопротивлению. Воля к сопротивлению, так да. назовем это деликатно. Да, что то по-другому бы и Запад себя А вел. вы понимаете, это очень легко моделировать. А как нас можно было держать за руки, если бы мы начинали, вот как государство, начали выполнять свою конституционную функцию по защите своей территории? То есть нет аргументов? в данном Конечно, случае нету. никаких? Нам бы помогали больше. Да, это бы не понравилось, да, боятся войны, да, не готовы к ней были, мы не были готовы, они не были готовы. Вот, имеется в виду ни США, ни, тем более, Ну, хорошо, Европейский Союз. Но контроль, что вы имеете в виду? Могли сделать контроль административных зданий или что-то вот в Крыму? Что можно было тогда сделать в эти? Ну, вот теперь мы это видим, и мы теперь очень много общаемся с коллегами, которые какими-то think tank, то есть аналитическими центрами из европейских стран, которые работают в особенности на заказы правительства. Вот мы теперь придерживаемся такой позиции, что это теперь для нас очевидно, что люди, пусть даже они притворяются безоружными и так дальше, но если они препятствует осуществлению государством его полномочий, и причем не от имени гражданского общества, не от имени своего народа, от имени иностранного правительства, требует изменения конституционного строя, территориального устройства. Это враги, которые должны уничтожаться немедленно, со всей жесткостью, решительностью и способностью государства. Да, какие-то последствия от этого будут, в том числе имиджевые потери для государства, но это лучше, чем потерять своих людей и часть своей территории. Но тогда не было, я помню это время. Сейчас, конечно, по-другому это выглядит, но тогда не было воли, на мой взгляд. Ну, не было воли, у кого-то не было ее, у кого-то она была, видите, то есть есть разные мнения крымские по поводу... татары вышли 26 числа на огромный митинг, они защитили здание. Ну, давайте не будем пока об этом говорить, поскольку этого мало, да, то есть... Но у них не было силы, извините, они невооруженные люди. Вопрос ведь не в крымских татарах, вопрос сейчас в правительстве. Народ как бы отдает монополию на силу государству. Вот мы все платили налоги в этой стране 25 лет до оккупации Крыма. И, естественно, эти налоги должны были идти на усиление службы безопасности, армии, которая должна была сработать. Богдан, они все перешли, там 90% этой службы безопасности сейчас прекрасно работают там. 90% на остальной территории Украины не перешли. И как бы продолжали работать, и работали, и имелись какие-то силы в том же самом Крыму, на которые можно было положиться. Но, очевидно, была полная растерянность, неготовность действовать, боязнь ответственности. И поэтому я, естественно, понимаю, что Украина была в не лучшей форме для сопротивления. Но поймите, задачи ведь воевать с Россией не было. Да, к такой функции Украина не была, она и сейчас не готова. Воевать открытым фронтом против Российской Федерации, да никто в мире не готов к этому. Ну, конечно. Но отстоять свои помещения, освободить проезд к воинским частям, простите,
Для этого не нужны бомбардировщики. Для этого нужны вот спецслужбы, которые есть, спецсилы, которые были, остались верными, преданными присяге. Богдан, да, вы абсолютно правы, но просто, конечно, сейчас уже мы вот озароемся. Все-таки давайте обсудим настоящее. Перейдем к настоящему теперь. Удовольствие. Ваша позиция по тем дням ясна, потому что многие просто считают, что Крым отдали просто и все. Ну, это распространенная в Крыму точка зрения. Среди тех, кто считает себя гражданами Украины. Да, я тоже считаю себя гражданином Украины, и я тоже имею очень много вопросов к властям. Я не готов, знаете, говорить языком суда. Вот суд должен установить правду. Но вот то, что мы увидели в последнее время, скажем, даже те же вот были изданы или переданы в прессу, да. расшифровки, да, стенограммы заседания Совета национальной безопасности и обороны, мне кажется, для уголовного преследования основания есть все. Будут ли когда-нибудь в Украине какие-то решения суда по этим политикам и государственным деятелям, не знаю. Но то, что они должны предстать перед судом, я думаю, да. Но это может быть вообще любое разбирательство по этой теме. Возможно, тогда, когда Крым станет главным вопросом в повестке дня страны. На каком месте сейчас? Хотя бы, когда мы остановим агрессию. Конечно, война не лучшее время для разборок исторических. Да. Но вот сейчас, вот смотрите, на данный конкретный момент, насколько Крым интересен украинской элите и кто в украинской элите деятельно занимается вопросом Крыма? Украинская элита дальше не готова и пока не демонстрирует особой способности заниматься этим, если мы говорим о политиках, если мы говорим о политической элите, о правящем классе. К сожалению, и тут нужно понимать, потому что иногда, вот я понимаю, особенно у крымчан, которые переживают гораздо более сложные моменты, чем мы здесь на континентальной территории, сколько живут в оккупации, складывается впечатление, что как-то так не любят, их не воспринимают. Да, проблема в целом в несостоятельности политического класса в Украине. Вот он не патриотичен, не профессионален, он занимается набиванием карманов. Понимаете? И поэтому общество несколько другая ситуация. Общество вообще другая ситуация. Абсолютно. И поэтому вот как оценивать? Да? Я не готов, скажем, лидеров общественных организаций не считать элитой. Поэтому давайте определимся просто для того, смотрите, определимся, о ком мы говорим. Вот давайте так. Вы оцените то, что делает, хорошо, все правительство не будем, МИД, то, что вам близко по вашей профессии, и что можно было сделать, что делается, и что можно было сделать для Крыма, для крымских татар хотя бы за последний год. Я уж не буду говорить дальше. На самом деле какие-то очевидные подвижки случились только, и тут не только с МИДом, а в целом с властью, начали происходить после начала гражданской акции по блокированию или ограничению поставок в Крым. Проще говоря, блокада. Да. Вы знаете, я не люблю этого слова по одной простой причине. Это не было блокадой. Потому что никто в Украине никогда... И на этом очень часто спекулирует и в Европе, и в России. Мол, мы подставили под угрозу население Крыма, потому что мы мешали предоставлять им какие-то услуги, товары, ничего подобного. Вот Россия, как государство-оккупант, имела все возможности обеспечить нормальное существование Крыма. Есть граница, есть возможность поставлять. Украина не предпринимала попыток топить корабли, сбивать самолеты и так далее. Никакой агрессии, да. То есть никакой блокады. Блокада, когда ты полностью окружен, и это искусственно создается ситуация, когда ничего не может попасть. Ничего подобного. Мы предоставили возможность оккупанту полностью обеспечить Крым. С территории, естественно, континентальной России. Мы не обязаны... То есть о блокаде в международном смысле речи не идет? Конечно, нет. Конечно, почему нет. тогда... И тем более не идет речь о блокаде в смысле гражданской акции. Давайте об этом закончим. Да? Поэтому была попытка ограничить поставки с территории Украины. Мне кажется, это совершенно правильная, законная, логичная и моральная акция. Даже так это называлось тогда. Прекратить коммерческие отношения. Поставки, да. То есть, коммерческие, то, что люди там везут в карманах или в багажнике машины, это как бы... не коммерческий груз отличается от коммерческого. Да, абсолютно. Да. И размером там, и так дальше. Поэтому это, как по мне, это совершенно правильная, логичная акция. Это должно было быть сделано правительством. Но и когда это произошло, и стало очевидным, что, во-первых, так получилось, что организаторы этой акции впервые применили против России методы гибридной войны. И успешно применили. И как? Гибридная война, смысл ее в том, что негосударственным игрокам передаются функции государства. Государство должно было бы ограничить поставки. Оно не смогло. Вступили в действие негосударственные игроки. Государство Украины ни в чем было обвинить. Но результат достигнут.
в результате и государство пошло навстречу своим гражданам, то есть должно было реализовать уже то их требования в виде каких-то официальных решений Кабинета министров, президента и так дальше. Вот, поэтому в этом плане акция была очень успешна, и она показала, что в Украине есть желание бороться за Крым. И это желание, оно очень мощное, поскольку оно не официозное, оно не из документов произрастает, такое, оно да? честно, оно идет от настроения людей, от их понимания того, что мы не торгуем принципами, а Крым это не только люди и территория, это принцип территориальной целостности. Это то, чего мы не можем никогда разменять, ни на Знаете, что. интересная вещь, Богдан. Я часто замечаю в разговорах с условной элитой, в которую входят и эксперты, журналисты, там, политики, политологи всякие, социологи. Очень как бы такое отношение к крымской теме, как бы такое небрезгливое, такое желание отодвинуть неохотой, ее с неохотой, да. И совсем другое отношение у простых людей. Вот прямо зеркально. То есть я для себя вывел соотношение, что оно зеркальное, что 99 из 10 граждан, если ты с ними поговоришь, в Киеве из разных городов люди, то есть не только киевляне, да, 9 из 10 граждан полностью поддерживают крымских татар и так далее, да. И наоборот, среди чиновничества переворачиваем эти песочные часы и получаем чуть-чуть людей, которые поддерживают крымских татар, или делают это вынужденно. Тут просто вынужден сказать, что, к сожалению, наше правительство не имеет традиции решать любые проблемы и вопросы. Поэтому, к сожалению, это не только в вопросе Крыма и в вопросе крымских татар. Это общее состояние дел с правительством, государственной властью в Украине. Но люди там тоже есть разные. Я вам, знаете, знаю очень много вышедших из Крыма тех же украинских моряков, которые ой как готовы вернуться туда, и ой как не с пустыми руками, и готовы воевать за Крым, и готовы жизнь отдать и так дальше. Поэтому то есть, разные бывают ситуации. В тех же органах власти мы видим, скажем, в одних министерствах, вот мне, скажем, гораздо ближе позиция Мининфраструктуры, которая первая начала осуществлять достаточно системно акции, скажем, по закрытию воздушного пространства. Мне о них тоже говорили, но это от личности, видимо, зависит. Профессионализм, личность, политическая воля работать, умение работать с общественной организацией, поскольку то есть я очень хорошо знаю руководство министерства, которое работало с общественной организацией, собирала на официальное заседание, слушала и заставляла своих подчиненных слушать, вот те, которым все до лампочки. Но это такой удивительный феномен, да? Такие случаи есть и другие. Мы про МИД забыли. Я хотел вот по вашей МИД, понимаете, части. тут, скажем, с формальной точки зрения, МИД сделал максимум с того, что можно было сделать, это принятие резолюции Генеральной Ассамблеи Это большая ООН. победа украинской дипломатии. И лично Климкина как министра. Климкин не был тогда министром, это происходило сразу же после оккупации. Да, это было при предыдущей, но тем не менее тут вопрос не в личностях, а вопрос в системной попытке. Вот она была осуществлена. Но, к сожалению, с тех пор было сделано очень мало. Крым, после того, как, в общем-то, мы получили самое формальное, официальное мнение мировой общественности о том, что Крым – это Украина, и изменения этому, поверьте, не будет. Подождите, уточню. А недавно была информация о том, что в документах ООН Крым не значится оккупированной территорией. Это когда зашел разговор о том, что, согласно международным конвенциям, если ООН признала какую-то территорию оккупированной, то люди, которые там живут, могут отказаться от службы в армии страны, которая названа оккупантом Генассамблеи, да, и таким образом, если уж, по крайней мере, иметь шанс на победу в международных судах. Тут есть нюансы. Объясните, Дело в том, пожалуйста. что был признан незаконным референдум, и была подтверждена территориальная целостность Украины, включительно с Крымом. Вот в чем суть резолюции, в том, что его откол в сторону России был мировым сообществом назван незаконным и таким, что не будет приниматься. Статус оккупированной территории несколько другая ситуация. Беспрецедентное положение в Крыму в том, что Россия не просто оккупировала эту территорию, не просто отколола ее от Украины, но быстро, когда попыталась впитать и объявить частью своей территории. И политика России состояла в, скажем, к принуждению, к приему российского гражданства и так дальше. И понятно, вот в этой ситуации сейчас уже в армию принуждают статус, это является прямым последствием того, что люди приняли решение навязывание гражданства, как Сенцову. Пойти на уступки Российской Федерации, так сказать, согласиться с оккупантом. Вот теперь это будет плата. То есть те, которые продемонстрировали способность к отстаиванию своих прав и оставаться собой, которые пошли и подали заявление о том, что они не хотят, они хотят остаться в украинском гражданстве. Естественно, таких последствий для них есть, к сожалению, другие последствия. Но вот правовая ситуация сложилась таким образом, что, естественно, признание Крыма оккупированной территорией будет очень сложный вопрос, поскольку Россия объявила частью своей территории. То есть мировым сообществом это названо незаконным, но тем не менее оккупировано. Вот предоставление статуса оккупированной территории несколько другой вопрос. Но, то есть, вины МИДа тут нет.
все как бы они правильно все делали. Просто это вопрос, вы вам оценивать, я не знаю, как Вы это оценивать. понимаете, дело в том, что Украина в целом, и тут нужно говорить не только о МИДе, тут нужно говорить о президентской власти, о парламенте, очень непоследовательно велась работа по оформлению юридического правовых последствий и ситуации с Россией. То есть мы до сих пор не называем ее войной. Давайте все-таки к Крыму Но вернемся. в украинском законодательстве Крым назван временно оккупированной территорией. Парламент украинский это решение принял. То есть с точки зрения украинского права никаких Внутри проблем все нет. сделано нормально. Ну, во всяком случае, первые шаги были сделаны, все правильно. В мае 2014 года парламент принял решение, и тут как бы МИДу и работать больше не на чем. Я не уверен, что Украина когда-нибудь пыталась оформить статус Крыма как временно оккупированную территорию с точки зрения оформления какой-то резолюции отдельной. И я не уверен, учитывая, что роль России, вес России в Организации возможно, и в Совете Безопасности, насколько это возможно в целом. Так, то есть это сложный вопрос, поэтому то есть я не готов здесь поливать грязью коллег. Да я вас из не МИДа, прошу, да? я просто Не в том, что критиковать их так сказать, безудержно и бессмысленно я не буду, поскольку это сложный вопрос. Отдельно его нужно изучать. Нужно ли это с точки зрения права? Достаточно ли того, что есть? Тут можно по-разному посмотреть на скажите, вопрос. достаточно ли хорошо Министерство иностранных дел, через послов своих и так далее, работает на информирование западных обществ о состоянии дел в Крыму? Дело в том, что и мне рассказывали действительно дипломаты западные, что, к сожалению, западное общество мало информировано, и даже они сами мало информированы. Они вынуждены сами собирать информацию. Но понятно, что это делают не все, и это, в общем, не их обязанность. Поймите, вот суть дипломатии в том, что она говорит официальным языком. Она не может решить все вопросы информирования. Здесь есть большая часть ответственности лежит и на средствах массовой информации, и на гражданском обществе. То есть нельзя здесь все свалить на гражданское послов. общество делает хорошо. Извините, вот карта в Брюсселе была представлена нарушение прав человека в Крыму. Это не государственный был проект. Хорошо, это крымские татары сделали хорошо, сами. это когда мы результат имеем общий, который нас устраивает. А поскольку он нас не устраивает, пока если вы говорите об этом, значит, наверное, не очень хорошо и мы. Мы можем делать, наверное, больше. В отношении того информированности, например, с коллегой, крымчанином Андреем Клименком, с которым мы вместе, в общем-то, и создали Майдан иностранных дел. В декабре прошлого года мы презентовали доклад о состоянии дел в Крыму, в оккупированном Крыму, в Нью-Йорке, в ООН, в университетах и в Вашингтоне, в парламенте американском и в некоторых других учреждениях. И вы знаете, например, со стороны представителей Комитета по внешним делам, других организаций, когда мы начинали говорить о фактах, нам говорили, вы знаете, мы знаем факты. Мы очень хорошо знаем факты. Давайте поговорим о том, что мы будем делать, как мы будем реагировать. Поэтому, вы знаете, тут есть разные, смотря с кем мы говорим. То есть, в принципе, достаточно хорошо мировое сообщество, и элиты, скажем так, принимающие решения в ключевых странах, информированы о том, что происходит в Крыму. Я думаю, что да, что мы добились основного, что как бы на повестке дня мировом есть понимание того, что аннексия, оккупация незаконны, то это нарушение России международного права. Это основная заслуга, основная победа. Дальше эту систему информирования нужно выстраивать. Она выстраивается. И в том числе мы, вот организации, которые не представляют правительство, тоже этим занимаемся. Вы абсолютно молодцы, потому что вы не обязаны это делать. Но, в принципе, и МИД тоже делает. У нас обязанность проистекает неформально, она из понимания нашей ответственности. Но Климкин, как госчиновник, ответственен за это направление в последнее время нормально. За что мы критикуем МИД? Крым не стал повесткой дня международных переговоров. Все-таки не... в смысле, вот в этих форматах, которые... Да, в переговорных. Начиная с мая 2014 года, Женевская встреча знаменитая, министры иностранных дел ЕС, США, Россия, Украина. Украина не смогла даже поставить на повестку дня. Это большая ошибка. Может быть, опять мы возвращаемся к тому, что, может быть, западные партнеры говорят, давайте сначала Донбасс. Здесь это уже не имеет значения, поскольку требовать повестку дня мы можем, поскольку речь идет о встрече, которая созывается для того, чтобы решать наши проблемы. Поэтому, наверное, мы должны сформулировать, в принципе, как мы видим Украина эту проблему. может внести... Она обязана настаивать. Она должна настаивать. И вот опять-таки это одно из следствий гражданской акции блокады или ограничения поставок в Крым, то, что даже президент был вынужден заявить о том, что он будет формировать какую-то новую повестку дня переговоров международных, какой-то новый Женева плюс формат. Но пока не получается. Это следствие... опять-таки, то есть профессионализм действий МИДа вызывает вопросы, поскольку идея-то заявлена хорошая, вернуть Крым, но еще нужно понимать, как это можно сделать. Поскольку вернуть повестку дня нужно, чтобы Россия согласилась обсуждать это. Естественно, Россия пока не готова обсуждать вопросы, например, деоккупации Крыма. Понятно, что этого не произойдет. Но, тем не менее, нужно искать
пути начинать вставлять в повестку дня вопросы, связанные с Крымом. Например, ситуация с крымскими татарами. То есть это вопрос правозащитный. Он Вот. не может считаться вообще внутренним делом Российской никогда. Федерации. Он по всем Ситуация хартиям, с правами человека, правами украинских религиозных организаций, которые там остались, украинских активистов, принуждение к гражданству. То есть я вас понял. Нужно идти маленькими Круг шагами. вопросов, Конечно. которые не касаются впрямую статуса, значит, Проблему Крыма нужно открывать маленькими шагами. Хорошо. Что касается грядущего запрета Меджлиса, который у меня сомнений не вызывает, что они там его запретят, объявят экстремистами, террористами. Это будет первый случай в мире, когда экстремистская террористическая объявленная организация, которая комара не убила за свою жизнь, не говоря, что пролив чью-то кровь. Какова будет реакция мирового сообщества на это, ваш прогноз? Реакция будет негативная, это однозначно, абсолютно. Она вызовет, она, может быть, не будет яростной с точки зрения массовости, с точки зрения агрессивности лексики, но Россия этим решением перечеркнет очень многими годами создаваемый ею же имидж страны многонациональной, терпимой, многорелигиозной и так дальше, и так дальше. Поскольку Россия, так же, как и Украина, имеет определенные обязательства в рамках международных конвенций, ООНовских конвенций, перед крымскими татарами, как коренным народом. И уничтожение органов самоуправления – это, естественно, отход от обязательств России в рамках международного права. Это, естественно, грубейшее нарушение прав крымских татар. Реакция будет серьезная? Реакция будет обязательно. Это не будет незамечено. Об этом скажут России еще раз, еще раз. Но проблема в другом. Понимаете, реакция будет правильная. Проблема в том, что на этапе, вот, скажем, анализа фактов происходящих на востоке Украины, в Крыму, мировое сообщество все понимает. На этапе выработки методов противодействия России все очень сложно. Только здесь уже какие-то коммерческие интересы начинаются. Начинается вопрос ядерного оружия. Как можно спорить с Россией, если у нее есть ядерная бомба? Да, это сложный вопрос, Богдан. А вот давайте так, а внутри Украины в чем не дорабатывает? Вот на мой взгляд, я просто спрошу, может быть, вы согласитесь со мной, может нет. Но вот дважды уже устами президента было сказано о будущем внесении изменений в Конституцию с целью закрепить там понятие национально-территориальной автономии крымских татар. Мустафа Джемилев комментировал недавно. Это решение парламента есть соответствующее. То есть обязательство политической резолюции, пусть не закон, но это обязательство политическое. Дальше. Мустафа Джемилев пояснил, что он имеет в виду под национально-территориальной автономией. Никаких привилегий крымских татар не нужно. Он сказал, что привилегии ведут к деградации народа, нам это не требуется. Права должны у всех одинаковые. Но права крымских не татар... совсем так. У крымских татар есть особенные права, связанные с их статусом коренного народа. Да. То есть это не просто защита каких-то вещей. Языка, культуры, земли, где человек живет. Правильно. То есть создание условий для поддержки самобытности своей культуры национальной. Об этом говорят международные хартии. Но это гораздо более шире, чем язык, танцы. Вот, кстати, к этому хочет свести Россия и попытается свести. Но это любая автономия России во многом сведена к танцам на фоне, так сказать. Клоунада, просто костюмированная. Но это все чувствуется, но на самом деле международные конвенции предусматривают, они не описывают формулу, как это сделать, но обязывают государство создавать эти условия. Это шире, чем... Как вы, Богдан, лично относитесь к идее будущей национально-территориальной автономии Крыма? Я думаю, что мы были первой общественной организацией в Украине, которые заявили две вещи в контексте отработки. Мы ее презентовали, стратегия возвращения Крыма. Мы заявили о том, что статус Крыма, в каком он будет возвращен в состав Украины, должен быть определен до возвращения, до деоккупации. Мы должны четко понимать, какой будет статус, для того, чтобы дать месседжи гражданам там проживающим. Это, во-первых. Во-вторых, мы уверены твердо, мы настаиваем, ведем очень широкую разъяснительную работу. Это должна быть крымско-татарская национальная автономия. Это должна быть организация, обеспечивающая, выполняющая две задачи одновременно. Первое – это соблюдение прав крымских татар и выполнение обязательств Украины в рамках международных конвенций и договоров. Вторая – это политическая, практическая задача – избежать опять превращения Крыма в де-факто русскую национальную автономию. Больше русских национальных автономий в Крыму и в Украине нам не нужны. Мы видим попытку создать такую на Донбассе, вот это Минские соглашения. Вот это механизм, инструмент давления России на наше государство. Этого мы должны избежать. Поэтому мы должны придумать ту модель, которая обеспечит права и крымским татарам, и остальным русскоговорящим, украиноязычным гражданам Украины, которые проживают на этой территории. Но статус должен быть совершенно определенным: национальная, территориальная крымско-татарская автономия. Скажите, насколько реально в ближайшее время внесение изменений
изменений в Конституции на эту тему? Ну, это в целом процесс только начинается. Он такой в Украине сложный. Частично вносятся поправки, в то же время начинается какой-то разговор о том, что нужно новую писать Конституцию. Вот мы смотрим на этот процесс, пытаемся подготовиться к нему. Потому что нам нужно, во-первых, создать... Вот тут проблема в том, что мы до сих пор, как страна, государство, власть, не создали систему менеджмента крымского вопроса. То есть, вот Но он бесхозный, абсолютно. Да, ну, то есть, есть например, Меджлис, который бьется отчаянно за него всеми возможными колоколами. Кстати, в этом плане тут иногда это плохо, поскольку начинает вопрос крымский ассоциироваться исключительно с крымскими татарами. А это ведь не так. Другая идея, Богдан. И вообще, мне кажется, что вокруг просто Меджлис — это единственная легитимная институция, которая крымская. Она избранная институция, которая здесь находится. Так и есть. Но нам поэтому и нужно создать какой-то парламент крымский в экзиле на территории правительства. То есть нужно создать органы власти, которые и будут вмешиваться в процесс конституционный от имени крымчан. Потому что крымчане остаются гражданами Украины. И те, которые вынуждены переселиться в Украину, и те, которые остались в Крыму. Но не кажется ли вам, что Меджлис может стать таким центром, как формат Женева плюс, формат Меджлис плюс может сработать в политической жизни? Я думаю, что Меджлис, во-первых, не готов к такой функции. Об этом нужно сказать откровенно. И, наверное, это не является задачей Меджлиса. Он должен все-таки отстаивать, будучи украинской организацией, работая в украинском правовом поле. И этот статус должен быть решен. Мы должны предоставить юридический официальный статус и Курултаю, и Меджлису. Но с этого все начаться должно, по идее, с этого. Весь разговор. Я думаю, что здесь как раз Меджлис должен скорее влиться в какие-то общегосударственные, общеукраинские акции, подходы по деоккупации пока мы не видим никаких подходов. Все, что я видел по этой теме, написали вы с вашими коллегами. Извините, это не совсем так. Госбумаг я не видел ни одной. Вы видели? Появляется, да. Есть, может быть, не стратегия, но большое исследование, которое очень хорошо описывает проблему Национального института стратегических исследований. Там маленькие тиражи и так дальше. Это для экспертов, для людей, знающих и разбирающихся в этой теме. Но они, кстати, публично, они доступны через интернет. Есть, скажем, появляются книги, другие эксперты пишут. Стратегии нет никакой. Стратегии, да, видения нету. Видения нету. Даже, скажем, наша стратегия, мы ведь понимаем, что мы всего лишь общественная организация, и многие вопросы, изложенные там, они требуют и дополнительной отработки, и дискуссии общественной. Но у вас хотя бы есть системность, у вас есть разделы, главы, направления. Мы это видим, мы понимаем, с чем это связано. Мы попытались, стратегия наша на самом деле очень простая, она может считаться как детектив. Просто мы посмотрели на те вопросы, которые привели к потере Крыма, и попытались смоделировать, что же мы должны сделать, чтобы они не сыграли против нас обратно. Вас слышат ваши коллеги? У нас проблема с правительством, что оно часто делает вид, что слышит, но то ли не понимает, то ли не хочет понимать. Поэтому нас слышат. Конечно, слышат, читают. Есть какие-то отклики со стороны государственных, негосударственных учреждений. У нас очень хорошее сотрудничество с Меджлисом, очень хорошее понимание с крымскими татарами. И мы будем это все развивать. Очень хорошая работа и понимание с организациями переселенцев. Это вообще золотая акция, мне кажется, украинской политики. Вынужденные переселенцы. И крымские татары, и не крымские татары, переселенцы. Потому что это, кстати, это политически мотивированные люди, которые могут себя, чувствуют себя только в пределах Украины. Богдан, я сейчас прямой вопрос задам. Да. У нас, к сожалению, время передачи подошло к концу. Один короткий вопрос. А вы готовы отстаивать, вы, не крымский татарин, готовы отстаивать интересы крымских татар, народа, который остался там, у которого нет голоса сейчас фактически? Я чувствую обязанность это делать, поскольку история так сложилась, что в отношении и украинского, и крымско-татарского народа совершались огромные преступления. И мне посчастливилось быть украинцем, представителем народа, который получил государственность, который получил право защищать себя, выступать от своего имени. И я чувствую ответственность перед другим народом, который такого права не имеет, и который возлагает большие надежды на меня и на наш народ. Поэтому я чувствую это своей обязанностью. Мы будем продолжать это делать. Спасибо вам, Богдан, за вашу позицию. Я надеюсь, что вы, как человек авторитетный, значимый и уважаемый, повлияете на других политиков тоже через общественное мнение, через свои инициативы, что ваш голос будет услышан, что и вся власть во главе с президентом станет неким таким адвокатом крымских татар, которым сейчас очень тяжело, который находится под страшным прессом. Будем вместе, в том числе с АТР, работать, и мы этого достигнем. Чок Саголанс. Большое спасибо вам. У нас в гостях был Богдан Еременко, бывший консул, генконсул Украины в Стамбуле, а ныне руководитель организации «Майдан закордонных справ», карьерный дипломат и симпатик крымских татар. Спасибо, всего вам доброго, до следующих встреч в следующую среду.